Чем отличается банкротство от бедности? Банкротство – это временное явление, а бедность – это болезнь. Я Марсель Лёр, доктор наук, лучший бизнес-тренер России и специалист по мгновенной трансформации человека. Сегодня я расскажу о том, какие привычки формируют бедное мышление. Ну и первое из них – это одеваться во что попало. Наверное, многие из нас сталкиваются с тем, придя домой, говорят: и так сойдет. Одевают какую-то не новую одежду, думая, что их никто не видит. И это формирует мышление бедности. Оно формирует его таким образом, что впоследствии это поведение, мышление отражается на всю жизнь человека. На бизнес, на отношения его на работе, с друзьями и так далее. Бедные же люди, они используют только самое лучшее. Они одеваются во все самое красивое. Наверное, вы это можете видеть в фильмах. И богатый человек, он всегда выбирает самое лучшее, самое изысканное, чтобы его мышление говорило: да, мое мышление изобилие, и тем самым я дополнительно притягиваю еще к себе деньги. Следующий момент – это загружать свое свободное время работой. Человек, обладающий бедным мышлением, он всегда пытается в свободное время поработать. Я еще поработаю, мне не надо доделать, мне надо доделать. Ему некогда думать о будущем. У него нет времени, он все время работает. Богатый же человек, вопреки всем мифам, он старается больше времени уделить отдыху, поскольку во время отдыха он всегда думает о своем будущем. Следующее, то, что касается мышления бедного человека и богатого, это, конечно же, человек, обладающий бедным мышлением, он пытается получить простые удовольствия. Сейчас я съем гамбургер, схожу, посмотрю кино, как-то поразвлекаюсь. То есть я получу удовольствие здесь и сейчас. Да, это, конечно, важно, но это не формирует у него запас на достижение каких-то суперпрорывных идей в будущем. Богатый же человек, он вкладывается в свое будущее, получая удовольствие здесь и сейчас. Ну, например, он правильно питается, занимается физической культурой, чтобы потом тело начинало ему отдавать его дивиденды, и он уже не заботился о своем здоровье. То есть он закладывает изначально успех в свое будущее предприятие. Он дисциплинирует свое поведение. И я на своем курсе «Денежный интеллект» рассказываю людям о том, как можно изменить свое бедное мышление для того, чтобы начать жить богатой и счастливой жизнью. Четвертая привычка, которая характерна для бедного мышления, так называемые крысиные бега. Это бег по кругу, когда вы каждый день делаете одно и то же, надеясь получить какой-то результат. Но это, конечно же, нереально. То есть если мы каждый день выжимаем яблочный сок, думая о том, что вдруг он превратится в апельсиновый, этого не будет. Рутина – то, что постоянно сопровождает человека с бедным мышлением. Он обращает максимальное внимание на какие-то детали, какие-то нюансы, которые мешают ему жить здесь и сейчас. Он не думает о перспективе, он не строит каких-то стратегических планов, он не думает о своем успехе. Он считает: я хожу на свою работу, получаю какие-то небольшие денежные средства, но зато это стабильность. Ну и что коллектив там не очень хороший, ну и что немного платят, зато я и это могу потерять, вдруг рискну. Мнимая стабильность, она убивает человека, она убивает в нем творчество. Человек всю жизнь работает там, где ему не нравится. Но это есть привычка. Привычка бедного человека. Это мышление, которое, скорее всего, он получил в детстве. Это финансовая травма, может быть, семейная травма. Когда, либо это может быть даже социальная травма, когда весь коллектив или все сообщество занимается, ну, допустим, особенно это характерно для маленьких городов, когда все идут работать в колхоз и никто не уезжает в город. Ну, так работали наши деды, наши отцы, и мы будем идти так же работать. Мы ни в коем случае не уедем из этого дефицитвеля. То есть мы будем жить в эпоху и в городе дефицита, где все в дефиците. Хорошая одежда, хорошее питание, физическая культура. Мы будем ходить по одному кругу и получать одни и те же удовольствия. Но при этом мы не будем брать на себя ответственность, чтобы что-то поменять. Мы будем находиться в мнимой нашей зоне комфорта. Богатые же люди,
наоборот. Они рискуют, поскольку они уверены и знают, что невозможно достичь каких-то замечательных результатов, не рискнув. Потому что риск, не зря говорят, риск – благородное дело. Конечно, надо рисковать с умом. Нельзя безрассудно кидаться в омут предпринимательства, либо брать кредиты, покупать и так далее. Но если вы не поменяете свою привычную жизнь, если вы не посмотрите на свою жизнь под другим углом, с другой стороны, то у вас никогда ничего не получится. Все известные бизнесмены, они, конечно же, рисковали, они могли брать на себя ответственность и всегда берут на себя ответственность. И самое главное, надо говорить о том, что мышление бедного человека характерен тем. Бедный человек – это не глупый человек, это не значит, что у него не хватает ума поменять работу или выехать из этого дефицитфеля. Основное, главное даже, причина или черта человека, обладающего бедным мышлением, это то, что он никогда не берет на себя ответственность. И он говорит, что корень проблемы у него всегда извне. Виноваты родители, плохой начальник, плохая работа, плохие климатические условия, плохое правительство, плохое государство. Все, что вокруг него, все плохое, он только критикует это. И эта черта присуща исключительно людям с бедным мышлением дефицита. Богатый же человек, он никогда, во-первых, не зацикливается на проблемах, а во-вторых, он всегда смотрит причину в себе. И найдя эту причину, он говорит, что да, я где-то был неправ, я, наверное, совершил какую-то ошибку, но это мой опыт, это моя ступень для квантового скачка. То есть в следующий раз я поступлю по-другому и не буду делать такие ошибки. Поэтому, если вы хотите научиться богатому мышлению, мышлению изобилия, счастливому мышлению, приходите ко мне на курс. Я расскажу вам, как даже при небольшом доходе жить счастливую и богатую жизнь. А если вы досмотрели этот ролик до конца, оставайтесь, ставьте лайки и подписывайтесь. Будет много интересного. С вами был Марсель Лиор.